Всем здорово, привет. Меня зовут Юлстан, и такого формат видео я записываю впервые. Это будет обзор техники. Надо было бы записать какой-нибудь текст для данного видео, но я так подумал, зачем? С одной стороны, потому что буду рассказывать про микрофон, которым я уже пользуюсь больше года. Называется она Maono, то есть от фирмы Maono. Вот он такой вот. Прикол в том, что он у меня в кружке. Ну, почему, да, вопрос? Потому что крепление для него, оно сломалось где-то спустя 6 месяцев или около того. И в этом вот, скорее всего, один из минусов покупки данного микрофона. То есть его прилагающие вот эти вот штуки всякие разные, например, вот это вот крепление типа кронштейна, скажем так. Ну, если прям часто его не двигать, там прочее, просто один раз закрепил его и все, да, там просто его вот так вот, типа, будешь убирать вверх-вниз, то да, наверное, он у вас будет служить дольше. Да, также стоит сказать, что данный микрофон имеет такую классную штуку, как направленное улавливание голоса, так скажем. Ну, я не знаю, как точно он называется. Но, в общем, когда я вот говорю вот так, то есть уже непосредственно не вот прямо на него, куда стоит говорить. То есть главным ориентиром является вот именно логотип самого микрофона, и тогда звук становится вот чище, лучше. А то, что вот находится у него позади, там, скажем, вот справа, слева и сзади, то вот это вот все вот будет у вас звучать приглушенно, так скажем. Мне, как, например, отцу 3 детей, это прям очень кстати. Благодаря этому шумоподавление, кстати, работает намного лучше, помогает справляться самой вот этой вот программе шумоподавления данный микрофон. Ну и, соответственно, просто, ну, это хорошо, просто это правда очень хорошо, да. Стоил он довольно-таки дешево, наверное, скажем. Ну, такой бюджетный микрофон, довольно-таки хороший. И чтобы вы понимали, какой бы, ну, вообще, по сути, сам микрофон ни был, тут важны, конечно же, его настройки там и так далее. Насчет настроек, наверное, я чуть позже расскажу, какие поставить там прочее, но самое главное, это, скорее всего, шумодав. Если же без шумоподавления, то микрофон звучит вот подобным образом. Так, давайте вообще все эффекты уберу. Вот, звучит он подобным образом. Вполне себе хорошо. Ранее я пользовался, кстати, Blue Yeti. Ну, знаете, такой довольно-таки популярный микрофон был. Им пользовались довольно-таки большое количество блогеров. И частенько вот видел у многих таких вот микрофон. Но он имеет огромное количество минусов в Blue Yeti, по крайней мере тот, который у меня был, возможно, была реплик или еще чем-то в этом роде, но самая его главная беда и, скорее всего, беда всех микрофонов, это провод, его USB провод, который очень часто ломался, и из-за этого, короче, вся беда вот творилась. Тут же все иначе. Тут провод другой, он отсоединяемый от самого микрофона, в этом большой его плюс. Он отсоединяемый. Вот на это стоит смотреть при покупке микрофона. Если микрофон имеет провод USB-шный, который подключается к компу, такой встроенный, прям такой припаянный, да, своей плате внутри, то такие часто будут у вас иметь большие проблемы, я считаю. Обзорщики из меня техники такой себе, но конкретно насчет этого микрофона я могу сказать с уверенностью, он хороший, он крутой. То есть я испытывал множество проблем то ли из-за неопытности, то ли еще из-за чего именно с микрофоном Blue Yeti, но конкретно этот микрофон, он сразу ну, включил его, мне супер понравилось. И слушателям и зрителям, которые меня вот через, ну, новый микрофон слушали, они такие, типа, ничего себе, звук какой хороший, типа, говорят они мне. Так, теперь давайте насчет настроек, да? Настройки, они такие. Давайте я вам сейчас покажу. У нас тут, получается, по стандарту такие вот настройки. Ну, возможно, для кого-то это не стандарт, так как он только начинает стримить, так скажем. Так вот, в общем, давайте вот подрубим такой момент, как... Давайте сразу с шумоподавления начнем, чтобы вы слушали разницу. Давайте вот я буду просто молчать и ловить шум комнаты.
Ну, не знаю, что-то есть вроде. Вот, типа, у меня комп включенный, он прям на столе стоит. Ну, кстати, еще что хорошо у этого микрофона. Вот в плане шумоподавления и таких вот вещей. У него есть такой вот держатель микрофона. Благодаря нему вы не будете на микрофоне ловить вибрации, ну, по крайней мере, такие вот, как, например, шуршание вашими локтями по столу или еще что-то в этом роде. Этого вот всего будет поменьше, и, соответственно, если у вас комп стоит на столе, а не под ним, это также будет, да, влиять. Так как вот он находится, вот у него держатели вот такие вот, смотрите, с веревочками. Он как бы в таком в подвешенном состоянии находится, благодаря этим натянутым веревкам. А со всякими разными эффектами по типу шум подавления, вот очень даже он становится хорошим, прям четким. Да, ну еще, конечно же, стоит всякие разные вот эти вот эффекты, например, как лимитер включать, чтобы, например, если вы кричите, микрофон, он у вас не выходил за порог, например, 0 дБ, или можно даже поменьше, типа, например, 4, там, 3 поставить. Также есть всякие разные плагины, которые могут улучшить звук вашего голоса, там, не знаю, добавить ему усиление, чтобы он звучал громче, да. Ну и компрессор, чтобы он не был слишком тихий. То есть, например, вы будете что-то говорить шепотом, то он этот вот ваш шепот постарается подхватить и увеличить в громкости, чтобы, ну, было слышно нормально. Ну и далее экспандер. Блин, честно забыл, для чего он мне был нужен, но я им особо-то и не пользуюсь на самом деле. Вот, в принципе, вот 5 эффектов, которые вот нужны, они, вот они. И в принципе звучит нормально, хорошо. Для игр, для каких-либо там разговорных таких вот стримов, прям норм. Ну самое главное, ты не сказал. Микрофон от фирмы Maona, называется она AU-AO3. AU-AO3. Такая модель. Блин, не знаю, почему всякие разные модели вот именно так называют. Ну, назвали бы его как-нибудь, типа, не знаю, Коля. Maona Коля, блин. Или Вася. Вася. Ну и как-нибудь еще. Цифры всякие, это вот, блин. Потом человек путается, не знает, какой именно он нужен. И покупает не тот, а тот, оказывается, не очень. В общем, он такой, да. Как бы то ни было, скорее всего, чисто в таком обывательском, неопытном, чисто простыми словами я скажу, что данный микрофон хороший. Очень даже крутой. Я бы сказал, самый лучший бюджетный вариант, который вообще, ну, когда-либо был. Я вообще люблю бюджетные вещи, которые не сильно кусаются по цене. Я не гонюсь за какими-то брендовыми этими там техникой и там прочее. Мне главное, чтобы он был практичный и выполнял свою работу. Данный микрофон Maona хорош, очень хорош. Звучит не хуже того же Blue Yeti, который стоит безумно дорого. Я очень сильно жалею, что я однажды покупал Blue Yeti. Тот стоил на тот момент, ну, тоже как бы он бюджетный, наверное. Он, ну, прям на пороге, да, скажем так. Ну, он на самом деле, ну, не знаю, для многих он будет стоить супер дорого, да и для меня сейчас, я думаю, я бы, скорее всего, не стал бы тратить такие деньги. 12 тысяч он тогда стоил. И то я вот что-то прям вот думаю, что это была реплика, скорее всего. Но тем не менее, блин, он такой. Он столько ремонтов пережил и так далее. В один момент, скорее всего, модернизирован, я бы сказал. Его вот этот вот, у него микро-USB еще был провод. Микро-USB, не SATA. Фу-то не SATA, говорю, не Type-C. Не Type-C. Вот не такой вот он был. Вот это вот Type-C. А тот был микро-USB. Микро-USB сейчас очень редкий. Я его прям еще в те года, это примерно 4-3 года назад, вот ремонтировал. Очень было трудно достать такой же провод. И поэтому я такой типа говорю, а может быть вы тупо впаяете в плату, типа, вот подобный провод, и, ну, какой-нибудь USB-шный, и все, типа, он будет работать, как бы.
Ну и такой мастер такой смекнул и говорит, ну да, типа, действительно так можно сделать. И все как бы, ну, все равно он, типа, ну, очень плохо. И прям настрадался с этим Блюетти, страшно просто. Поэтому, да. Это мое первое видео с обзором на какую-либо технику. Вообще я давным-давно уже хотел записать видео на мой новый ПК, но может потом как-то, если вот захотите, пишите комментарии, я запишу какие-нибудь еще другие видео на ту или иную технику. У меня тут все вот такое вот, это все вот подарки, какие-то покупки. Техника, которая уже работает у меня какое-то продолжительное время. То есть я могу уже точно сказать, типа, какими проблемами я сталкивался с той или иной техникой, как долго она, типа, может прослужить без проблем, и в какой момент она начнет у вас, типа, проявлять какие-то признаки изношения и там прочее. Вот с этим, да, могу вам подсказать. Для, ну, своей цены это прям вообще шик и блеск, я бы сказал. В рублях, если так подумать, он стоит где-то 3000 рублей, возможно. Или он, наверное, чуть-чуть подорожал из-за того, что там, ну, курс к доллару, там вот это вот все, да. И, ну, где-то в пределах 4000, скорее всего, будет стоить. Нужно будет поискать в Алиэкспрессе, либо, возможно, через знакомых из Таиланда. Я думаю, сейчас у всех есть какие-либо знакомые, которые находятся в Таиланде, я думаю, ну там очень много, если что, людей из России, да, ну в общем как-то так. Также, кстати, вот веду прямые эфиры на Твиче и на Нум, также и на Ютубе, есть 3 потока у меня, заходите куда-нибудь, подписывайтесь, буду рад живому общению. И также есть у меня телеграм-канал, где довольно-таки любопытно и интересно, я бы сказал. Тут есть всякие разные новости и оповещения о начале стрима. Так что проходите, заходите, буду рад вашему присутствию и общению. Ну все, всем спасибо, кто слушал, всем пока, с вами был Нолан, пока.